Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о письме, которое руководство Гагаузии в лице Башкана и представителя Народного собрания адресовали международным структурам с просьбой помочь в ситуации, в которой оказалась Гагаузия в связи с законом, принятым парламентом по возмещению НДС для экономических агентов из Гагаузии. Ну и, естественно, о тех нападках, которые опять идут из Гагаузии в сторону Кишинева, вроде хотят помощи, но с другой стороны и позволяют себе нападки. Вот прокомментировать эту ситуацию я попрошу гостя этого выпуска сегодня, депутата парламента Республики Молдова от партии ПАС, господина Уазу Нантоя. Господин Нантой, приветствую вас. Добрый день. Да, еще, знаете, надо было потренироваться в речи с утра, да, чтобы не запинаться. Ну, спасибо, что нашли время, пошли к нам. Эпопея продолжается. Вот январь наступил, и закон о НДС дает свои, уже, можно сказать, первые плоды. Насколько мы знаем, экономические агенты обратились уже в налоговую инспекцию, из Гагаузии, я имею в виду, на возмещение НДС. Раньше процесс проходил автоматически, 45 дней это длилось, да, с момента обращения до возмещения. А вот теперь возникла проблема, им не возмещают. И вот это письмо. Как вы оцениваете это письмо? Это очередные претензии, призыв к диалогу или что это, с вашей точки зрения? Те люди, которые подписали это письмо, это безнадежные двоечники. Они не обладают элементарнейшими понятиями, что такое государство и что такое государственный механизм, в рамках которого должны решаться проблемы автономии. Сразу хочу подчеркнуть. Я вчера был в автономии. Я общался с разными людьми. Мы анализировали ситуацию, мы искали ресурсы для решения конкретных проблем. И мы будем продолжать эту работу для того, чтобы наши сограждане из гагаузской автономии чувствовали себя членами большой семьи, граждане Республики Молдова и так далее, и так далее. Но когда я посмотрел на то обращение, вопрос первый. А где президент Украины? К нему вы не обращаетесь, да? Интересный вопрос. Тоже международный партнер. Тоже международный партнер, да. Да. На скольких языках написано ваше письмо? Интересно. Да? Ну, не говоря уже о том, что когда я смотрю за тем, что происходит в гагаузской автономии, я вижу определенный круг лиц, которые абсолютно убеждены, что якобы я, сидя в парламенте Республики Молдова, буду исполнять указания какого-то посла. Уважаемые, у вас плохо с памятью. Я помню 2003 год, когда американские дипломаты очень некомфортно себя чувствовали в Республике Молдова, потому что то, что мы называли тогда гражданским обществом, было значительно более активным, очень активно их критиковало за попытки там поддержания или обсуждения федерализации Республики Молдова. Я гражданин Республики Молдова, у меня нет других гражданств. У меня есть обязательства только перед гражданами Республики Молдова. Я готов выслушать любого посла, но ни один посол никогда не будет давать мне никаких указаний. Поэтому вот такого рода обращения говорят об абсолютной юридической безграмотности этих самых подписантов, не говоря уже о том, что не следует забывать, что оба подписанты принципиально не рукопожатны для сколько-нибудь уважающего себя гражданина Республики Молдова. С кем вы пытались найти, или пытаетесь из Гагаузии, или вы пытаетесь найти это только в Кишиневе без того, чтобы подключать его-то из Гагаузии, решение этой проблемы, господин Анатолий? А какой проблемы? Есть, вернее всего... Хороший вопрос, да. Есть примары в гагаузской автономии, есть бизнес в гагаузской автономии, есть образовательные учреждения в гагаузской автономии. И вот мы сотрудничаем, ищем конкретные возможности помочь, организовать с тем, чтобы решались проблемы, чтобы наши сограждане чувствовали, что о них не забывают, что им помогают. И мы хотим, чтобы были
гражданами единой, мирной Молдовы и так далее, и так далее. Поэтому это, скажем так, идет совершенно естественный процесс. Мы с вами-то знаем, что люди общаются независимо от должностей и так далее, и разного рода официальных площадок. Это было всегда, и это наблюдается и сегодня. Я знаю, что и господин Гроссу имеет там встречи с разными представителями автономии. Мне не докладывают, но наверняка и в правительстве. То есть это идет будничная, обыденная работа по решению конкретных проблем конкретных людей. А параллельно идет, конечно, визгливая кампания я вынужден, так сказать, иногда наблюдать за тем, что происходит на ГРТ. Можно, конечно, кричать и дальше, нет проблем. Но совершенно очевидно, что я беру на себя смелость утверждать, это мое личное мнение, что гагаузская автономия в глубоком моральном кризисе, и те люди, которые сидят в Народном собрании, не говоря уже о том, кто там исполкоме или Башкан, они не имеют никакого морального права говорить от имени автономии, и жители автономии стали заложниками этой ситуации. Но, повторюсь, я не буду диктовать никаких радикальных сценариев. Дискуссии должны быть внутри автономии, и наши сограждане из автономии должны сами задуматься, как дошли до такой жизни и какой выход из этой ситуации следует искать. Да, я с вами абсолютно согласен, должны быть дискуссии, но вот смотрите, в этом письме, и это, кстати, не только мысль, которую я прочитал в письме, и я ее слышу от различных политиков, тот же Дудогла высказывает аналогичные мысли. Вот здесь сказано, что Молдова делает все, власти Молдовы делают все для того, чтобы ликвидировать гагаузскую автономию. И якобы это месть за то, что Гагаузия не проголосовала за Майю Санду. Я, конечно, не разделяю эту точку зрения, но вынужден задать этот вопрос. Так ли это на самом деле, или это фейк, с вашей точки зрения? Это люди пытаются спрятаться за этими обвинениями. Возможно, их карманы греют определенные суммы, полученные от Шора. Да? Но это попытки перевести с больной головы на здоровую. Давайте вспомним 19 июня 2019 года, когда премьер-министр Молдовы Майя Санду приехала в Камрад на инаугурацию Ирины Влах, да, что да, то да, и она впечатлила всех своим выступлением, конструктивным, деловым, и тогда она сказала о необходимости проведения работы по разделению полномочий. Что последовало за этим? Майю Санду превратили в гагаузской автономии в символ зла, в какие-то там не знаю что. Давайте вспомним совершенно позорное поведение депутатов Народного собрания во время встречи с президентом страны. Да? И наши, вернее всего, эти представители автономии, большинство из них, которые заявляют о том, что они там славянский народ или не знаю что, забывают русскую поговорку: «Не плюй в колодец, пригодится водицы напиться». Никто, повторяю, в Кишиневе не преследует цели уничтожения там чего-то и так далее, и так далее. Есть автономия, работайте, товарищи, решайте проблемы жителей автономии. А то, что вы поднимаете вот такие волны, это попытки скрыть свое политическое и моральное банкротство за обвинениями Кишинева. Поэтому нужно все-таки проявить мудрость, терпение. И я все-таки рассчитываю, что в гагаузской автономии начнут задавать вопросы начнут задавать вопросы тем, которых избрали. Где ваши обещания? Где космодром? Где 500 миллиарда евро? То есть сколько можно? То есть это, как говорится, у Василия Шукшина есть незаконченная повесть, которая называется «А поутру они проснулись». Да? Это вытрезвители. Да, вот мне кажется, что пора в гагаузской автономии проснуться и начать серьезный обстоятельный разговор, зачем нужна автономия и как строить отношения с центральной властью, без того, чтобы получать указания от Илона Шора или из Кремля.
Хорошо, вот где свет в конце туннеля, где он должен возникнуть? То есть, как бы, что будет сигналом для Кишинева, что в Гагаузии как бы дела пошли на поправку, скажем так, да? Вот вы говорите, что моральная деградация, а вот выход из этой моральной деградации. Возможно ли, допустим, отмена этого закона, который был принят парламентом? Михаил, давайте так договоримся. Я помню, что я был в этой группе. Рабочий, да? Рабочей группе в предыдущем парламенте, да? И тогда я в качестве члена этой группы написал своим коллегам обращение с определенными предложениями. Это было в 2019 году. Я предложил, чтобы Народное собрание официально расторгло соглашение, подписанное так называемым Верховным Советом ПМР, подписанное Владимиром Кыса и Аней Харламовой. Я предложил, чтобы Народное собрание открестилось от так называемого референдума 2 февраля 2014 года. Да? То есть вы имеете в виду, чтобы они отменили постановление, объявляющее день 2 февраля Днем народного единства и признали, что это были незаконные референдумы? Пускай объявляют каждый день Днем народного единства. Нет, меня интересует юридическая оценка того, что произошло 2 февраля 2014 года. Со стороны Народного собрания, правильно? Со стороны Народного собрания. У нас должна появиться какая-то общая позиция, потому что есть собрание торжественное, посвященное 29-й годовщине принятия закона, на котором выступил Иван Бургуджи с программной речью. Опять же, государственность Гагаузии и так далее, и так далее. Кишинев во всем виноват, мы можем самоопределиться, ну играйтесь дальше. Если вам нравятся такие игры. Но если вы хотите, чтобы мы перешли к нормальному сотрудничеству, тогда вот это моя личная позиция. Это то, что я как подписал и отправил коллегам без ответа. Никакого ответа. Ну что ж, я подожду 2 февраля, посмотрю, что там будет раздаваться на просторах автономии. Я наблюдаю за определенными телеграм-каналами, где систематически и подло льется грязь на Молдову в целом, на руководство Молдовы. То есть, уважаемые, за все надо платить. И речь не идет об этом законе по НДС, не НДС. Речь идет о том, что в Украине идет война. И то, что происходит сейчас в Гагаузской автономии, получает несколько другую оценку с точки зрения национальной безопасности. Мы следим. И как, кстати, отреагировали коллеги? Вы адресовали это коллегам по рабочей группе или коллегам по парламенту, или только депутатам Народного собрания? Не, я адресовал это депутатам Народного собрания на 3 языках. На английском. Да. Нет, на английском, на румынском и на русском. На гагаузский я, к сожалению, не перевел. Поэтому не было. Давайте определяться. Если вы хотите дальше играться, жить в прошлом, начиная с 19 августа 90 года, и рассматривать гагаузскую автономию как инструмент Кремля против Республики Молдова, ну что же, это ваше право. Но так далеко мы не дойдем. Ну, с вашей точки зрения, созрело Народное собрание к этому? Потому что я не вижу никаких признаков того, что... Я не буду вставлять термометр Народному собранию ни в одно место, смотреть, созрели они или не созрели. Хороший, да. Да. Я, как человек прагматичный, хочу видеть результат. Пока что я вижу лицемерие. Те, которые на митингах орали, что мы умрем от голода, мы умрем от холода, даже не похудели. Они грязно атаковали президента страны, они даже не подумали извиниться. И они продолжают эту демагогию, что мы их обижаем, мы отбираем, мы уничтожаем. Веры им нет, но у вас других избранников нет. Подождем. Подождем, да.
Господин Анатолий, вот приближаемся к концу этой части эфира. В объявление, да, заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, теперь уже бывшего, да, который подал в отставку. И я так понимаю, что на его место назначили уже Михаила Попшоя. А с чем связан этот уход? Вы можете прокомментировать? Вы знаете, я Нику Попеску знаю больше 20 лет. Это исключительная личность, очень талантливый парень. Извините за терминологию. Я помню, как из Европарламента приезжали к нам в Молдову для участия в конференциях, и они были впечатлены, так сказать, как Нику Попеску их впечатлял. Нику Попеску сделал блестящую карьеру в Европе. Нику Попеску выложился по полной, то есть на этой фазе, когда Молдова переступила Рубикон, и принято решение о начале переговоров, и Нику Попеску, как простой смертный человек, у которого маленькие дети и так далее, ему нужна передышка, а потом он четко объявил, что он остается в команде, он будет дальше продолжать помогать Республике Молдова и сотрудничать с президентом страны. То есть это чисто человеческий фактор, не надо искать тут никаких интриг или не знаю что. Все, скажем так, в пределах нормы. И я повторяю, я уважаю Попеску, Нику Попеску, это профессионал блестящий, награжденный орденом, да, Санду, да. И поэтому в то же время Михаил Попшой это, безусловно, абсолютно подготовленный человек, который работал в этой сфере и в будущем в парламенте. Так что есть преемственность, есть стабильность, надо работать, потому что главное сохранить Республику Молдова в зоне мира и дать позитивный настрой всему обществу на перспективу европейской интеграции. И держать Республику Молдову в траектории европейской интеграции, да, это очень важно. Да, безусловно. Слушайте, еще один вопрос. Разгоняется тема с этой премией, господин Анатолий. Вы знаете, это позор. Это показывает наш уровень. Да? Согласно этой логике, лауреаты Нобелевской премии коррупционеры, потому что они получают, видите ли, денежную премию. Но это позор, потому что выходит Маша Захарова. Да? Вы слышали, наверное, про этот инцидент. Некто Сатановский назвал ее крепко выпивающей шмарой. Да, слышал, да. Так вот, эта крепко выпивающая шмара выходит и озабачивается тем, извините за некорректный русский язык, что вот президент другой страны получила премию. Какое твое собачье дело? Но самое прискорбное, что у нас тут в Республике Молдова есть целая сеть халуев, которая подхватывает эту тему. Уважаемые, вы хоть раз в жизни задумались, что такое международная премия? Вместо того, чтобы гордиться, что президент страны, вернее, его так оценивает и за пределами Республики Молдова, вместо того, чтобы оценить, какую феноменальную беспрецедентную поддержку получила Республика Молдова со стороны демократического мира, когда Майя Санду стала президентом, мы опускаемся на уровень этих дрязг, основанных на примитивной зависти и абсолютной безграмотности на предмет того, что такое международные премии и так далее, и так далее. Повторяю, это что получается, что лауреаты Нобелевской премии, они коррумпированы? Да, вот вы меня спросили, я вот так ответил, воздержавшись от других слов на русском языке. Это стыдно и позорно. Господин Анатолий, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.